снял номер в гостинице. Очень хороший номер. Он подходит мне. Он настолько подходит мне, что иногда я сомневаюсь, не придумал ли я его. А что если и этот номер, и время, и место, все происходит только в моей голове? Даже если так, все это гораздо реальнее тебя. Приехали тут. В следующий раз вообще не открою. Еще чемодан с собой притащил. Весь пыльный какой-то. Так, вещи не разбрасывать. Я тебя пару полочек в шкафу освободила. Хватит. Часы уже неделю не заводили. В этой комнате вообще везет на придурочных. Все, кто здесь жили, плохо кончали. Месяц назад одна сумасшедшая выкинулась с 9-го этажа новостройки в Кёльне. 3 часа ночи, ядрит Мадрид. Часы без меня не заводить. А пылищ завтра уберу. В комнате не курить. Шторы провоняют. В постели тебе положила. Поспишь как-нибудь. Ключей нету. Завтра дубликат принесу. Сейчас коридорная спит. Спокойной ночи. Следил, тут просил и же не следить. Чемодан раскидал. Спит он полностью. Чемодан свой раскидал. Просил уже в шкаф все складывать. Сегодня утром, едва проснувшись, я спустился к Шульцу, хозяину гостиницы. Гер Андреас, добрый день, прошу вас, проходите. Мы за вас гораздо раньше. Я приветствую вас, мой друг. Но все равно присаживайтесь, садитесь. Наблюдайте за этой интереснейшей партией. You have to understand the way I am, mein Herr. В комнате еще был доктор Равик, такой же постоялец, как и я, но он снимал номер гораздо дольше. Они играли в карты, в покер. Играли с вечера, еще не ложились спать. Я помню, что и Шульц, и доктор Равик пытались оказывать на меня влияние. Шульц на правах хозяина, доктор Равик как человек, который когда-то был на моем месте. Знаете, теперь любой старьевщик или беженец знает о жизни больше, чем автор любой философской теории. Not a lamb, mein Herr. You'll never Гер Андреас, мне верно говорил, что вы там хорошо устроились. Номер у вас такой аккуратненький, вещи все на своих местах, правда? Для беспорядка у меня мало вещей. Ага. И вот хотел вас Послушайте, узнать. жить одному в номере это не очень-то весело, да? Особенно в октябре. Гер Андреас, не забывайте, что вне номера интересного гораздо меньше, тем более война. Да, господа, война не закончится быстрее, ежели мы будем пережидать ее в своих номерах. Да? Доктор Райк, позвольте задать вопрос. Какого черта тогда вы сами торчите в этой гостинице? Да потому что удобно. Угу. Удобно и совершенно ни к чему не обязывает. А, Живешь себе один и в то же время не один. Да? один, не один. Она, кстати, сама из Берлина.
А извините, кто? Ну, актриса немецкая, я же вам только что рассказывал. Кир Андреас, вы вообще себя хорошо чувствуете? Ну, как знаете. Она сняла мансарду в нескольких милях отсюда, потирала публику своими нарядами. Безумно популярна сейчас, весь город о ней трещит. Я уверен, вы же сами ее знаете, да? Нет? Тогда вы обязаны завтра быть здесь, я вас с ней познакомлю лично. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marley, wie einst Браво, 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 достойно. Мы все знаем, что город говорит сейчас только о вас. Да, я знаю, здесь все считают меня нахальной берлинской девкой. Чек. Чек, господа. Кир Андреас? und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Еще я хочу рассказать тебе о своих рандеву с фрау Дитрих. Ты удивлена? Wie einst Ты думаешь, я не способен познакомиться с женщиной, с другой женщиной? Ты удивлена, что я так легко рассказываю тебе об этом? deinen schönen Я хочу, чтобы ты знала, что для меня в мире существуют другие женщины. mich vergaß sie lang Может быть, und sollte mir сегодня? ein Leid Фрау Дитрих, geschehen, мне кажется, тем самым вы bei der сознательно будете своим. Laterne stehen. Дорогой, публике интереснее обсуждать моих мужчин и мои шляпки, нежели то, как я веду себя на сцене. В то же самое время та же публика. Lili Уже весь день безумно кричит о вашей вчерашней песне. aus dem tiefen Raume, aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, А что прекрасно. Равик, пообещайте мне, что непременно придете на мою новую пьесу. Доктор Равик терпеть не может театр. А вот Гер Андреас с удовольствием сходит, я в этом абсолютно уверен. А, Гер Андреас?
доктор Равик, хотел поговорить с вами как с врачом. Меня беспокоит Гер Андреас. Что случилось? У Гера Андреаса начались видения. Видение? Именно. А сегодня он бегал по гостинице в поисках своей жены. Жены? Они же расстались, бог знает когда, и, насколько я знаю, она вообще живет в другой стране. Вот именно, доктор. Я хочу спросить вас, это может навредить нашему другу? Воспоминания – это вообще очень опасная вещь. Все, что запоминается, превращает нашу жизнь в ад. Доктор, а вы можете ему помочь? Вы знаете, я не специалист по этим вопросам, но я смогу вам порекомендовать его... Вы знаете, Равик, я бы хотел, чтобы это не выходило за пределы этой гостиницы. Ну, вы же понимаете, слухи. Я понимаю, да-да-да, но мне в любом случае нужно его увидеть. Я даже не знаю, такая странная, ты будешь смеяться, но... Сегодня вечером наведывалась польская пани Моника. Ее муж занят зарабатыванием денег, и пани вынуждена развлекать себя такими визитами. Пепельницу бери. Ну, я же не могу печь рядом с этой странной рыбой. Спасибо. Пани услышала в театре реплику, которую захотела непременно рассказать мне. Эта реплика казалась ей такой важной, что пани едва сдерживала свое волнение. Давай. Скорее. Ну что ты тут творишь такое? Ну вот эта фраза, которую главный герой говорит своей любимой. Из одного письма. Они так и общались. Просто писали друг другу письма. И вот в одном из них он рассказал о своей мечте. Это и есть эта фраза. Мне снилось, что началась война, и мы с тобой помирились.
Гер Андреас, Вернер сказал мне, что вчера к вам приходила какая-то женщина. Да, у меня жена, но я не успел открыть ей дверь. Ваша жена? Я не успел открыть ей дверь. Гер Андреас, я надеюсь, вы понимаете, что я уважаю вас как человека, я ценю вас как постояльца, да и надеюсь, вы нас считаете своими друзьями. Но не для того я вам дал свой лучший номер, чтобы вы в нем сошли с ума. И не увлекайтесь этими воспоминаниями. Доктор Равик, как вы там говорили? Все, что запоминается, превращает жизнь в ад. Вот именно, Гер Андреас. В обуви разлегся. Понакурили-то. Задохнуться можно. Понавешивал тут фотографии. Баба какая-то. Даже не подписана. А ничего такая. Нормально. Гер Андреас,